Министр обороны прибыл на место учений через несколько часов после начала маневров и сразу, без лишних слов, стал знакомиться с ситуацией. Вольно! Вольно! Товарищ министр обороны, приглашаете с ним наверх. Военное судно, с которого начал визит в район внеплановых учений министра обороны, одно из 36 вышедших в Черное море по внезапной команде президента и верховного главнокомандующего России Владимира Путина. В маневр задействованы войска быстрого развертывания, десантники, морская пехота, а также силы специального назначения. Более 7 тысяч военнослужащих, около 250 бронированных машин, до 50 артиллерийских орудий различного назначения, почти 20 боевых самолетов и вертолетов и кораблей различного назначения. Цифры впечатляют. Готовность предстоит проверить. Первая внезапная проверка, которую Шойгу устроил своим подчиненным в феврале, прошла не совсем гладко. В этот раз воинские части и подразделения совершат марши протяженностью до 500 километров. В назначенных районах военнослужащим предстоит отработать практические задачи и выполнить стрельбы на полигонах. Руководит военными маневрами начальник Генерального штаба Вооруженных сил России генерал-полковник Валерий Герасимов. Не исключено, что и сам президент Владимир Путин поприсутствует на учениях. Основная цель мероприятий – проверить боеготовность и слаженность действий подразделений. Это уже вторые внезапные учения в этом году. Они завершатся до конца недели.